Всем привет из солнечного Крыма. Ялта Интурист на связи. 27 января, плюс 13. Поплавал в бассейне и теперь идем на Чайку пляж обедать. Погода просто супер, как будто весна. Плюс 13. Вот это да. Погодка так погодка. Солнечно, тепло. Людей в отеле много. Заезжают все и заезжают, прям заселяются так. Круглый год едут сюда, в Ялту. Есть тут отели, да, классные. С бассейном, с питанием. 12 сейчас было 13. Много отелей, да, в Ялте, в районе Ялты, которые работают круглый год. И у них есть, в принципе, все для отдыха. Бассейны большие, там сауны, бани всякие, там кафе, рестораны, детские комнаты там. Ну и почему бы и не поехать зимой в Ялту, отдохнуть хотя бы даже на дней 5, подышать этим воздухом горным, лесным, морским, отдохнуть, развеяться, так скажем. Да, Ялта, Алушта — это, конечно, круглогодичный отдых. Ну, Евпатория тоже еще. Ну, Евпаторию я не знаю, я там как бы особо никогда и не был, кстати. Пару раз был, но это было очень давно. Я в основном вот здесь Алушта, Ялта, все, что здесь рядом, поселки, ну и Феодосия, и Новый Свет, Судак, Коктебель, вот там вот. А вот в той части не был, да, Николаевка, Новофедоровка, Евпатория. Там не был. Экскурсии по Крыму, дворцы, Айпетри, Севастополь, Бахчисарай. Так что там я не был, да, особо еще. Тихо, ветра нету, вообще кайф. Погода просто кайф. Зима вот такая у нас. В Москве, кстати, передали плюс 5 или плюс 4. Сегодня смотрел новости. За 100 лет такое потеплело так. Обычно у них там минус 7, минус 10, минус 15, там минус 20, а то плюс 4 у них. Ну и здесь, естественно, жара. Ну вот декабрь и январь уже заканчиваются. Ну, один раз было, по-моему, что было 0. 0 плюс 2 минус 1. Пару дней было. А так в остальное время было плюс 5, плюс 7, плюс 10. Вот такая
температура. Плюс 12, вот пару раз было все, вот сейчас опять. Сейчас перейдем на ту сторону. Так что вот такая погода в Крыму зимой. Ну, те, кто приезжают, те, конечно, знают. Местные, то понятно. Что-то тут забор этот давным-давно уже. Мне кажется, однажды эту землю заберут и построят здесь какой-нибудь отель. Так, сейчас я застегнусь. Секунду. Опа. О, хотя бы так. Вот, ну, в общем, спускаемся, да, к ресторану «Чайка» на пляже. Не, погода вообще шикарная. Класс. Погода шикардос. Да, остался последний месяц зимы. Потом уже весна. Солнышко он как ярко светит. Будет, кстати, красивый закат. Красота. Красивый закат будет сегодня. Кстати, вот за эти 2 месяца сильных штормов не было. Были такие легкие. Чуть-чуть так. Аж сильных штормов не было. Да, вот земля. Но тут она, дело в том, что ее надо срезать, равнять, подсыпать. Отдадут ли кому-то это все или нет. Но там отдали, где комплекс новый построили. Там же тоже было все такое. Деревья, все это. Там отдали, там застроили все. Тут пока, да, пока заборы. Ну, тут большая территория, да. Людей сегодня никого. Ну, вот сейчас идем, никого в гостинице. Просто полно народу. Все приехали отдыхать, кайфовать. Так, сейчас, секунду. Микрофончик сейчас сюда вот подцепим. О. Много людей. В декабре сколько я ездил, в ноябре постоянно в гостиницу приезжают. Постоянно. С разных регионов. И местные приезжают с той же Евпатории, там, с поселков разных, там, район Евпатории. У них же такой красоты нету, как здесь. У них равнины, гор нету. Такой природы нету. Поэтому местных тоже много. С Евпатории там и с разных мест. С Севастополя приезжают. Красота, погодка просто. Жареная барабуля. Кто желает барабулю? Рыбаки, интересно, есть, нету? Не видно. Класс, просто шикарно. Погода просто шикарная. Теплая зима, комфортная. Эй, Котофейкин убежал.
Вот тут у них сколько лежат, загорают, чухаются. Вон еще один сидит. Шапку надо снять, то что я в шапке, жара такая. Да я снимаю тебя, куда ты убегаешь. Убегает. Да, погодка просто шикарная. Жалко, что Массандровская набережная закрыта. Я обычно, когда отсюда иду, захожу туда кофе пить. А особенно сейчас там бы кайфово было так, прям возле моря. Солнечно так, да, класс. Так, а вот мы уже и дошли до Чайки. А где я должен был свернуть? А вот там. А пойдемте вон туда. Вернемся. Ну, дерево пропало. Давно. Сосна пропала. Я же спускаюсь обычно вот здесь. Ну и там я даже тоже спускался. Да, погодка класс, класс. Провалилась уже. Вон, океанариум. О, Котофейкин он выпал. Балдеет. Красота. Красота. Ого, там людей сколько на пляже стоят. Вон там дальше. Водичка чистая такая. Чистяк. Чистая водичка. Да. Красота. Все, сейчас будем обедать. Так, ну что, не получилось у нас пообедать в Чайке, потому что у нас сегодня закрытая. Понедельник, выходные, блин. Все остальные дни работают, кроме понедельника. Так что идем в Ялту. Ну, мы и так в Ялте, но я имею в виду, идем пешком с Чайки до Массандры. Вот такие дела, блин, не получилось, да, что-то я пропустил этот момент, что не выходные в понедельник. Как-то странно, блин. В понедельник и выходные. Вот зараза, а. Ну ладно. Значит, будем обедать где-то там уже. Может, в Папайя. Наверное, да, в Папайе. Пообедаем.
Подъемчик наверх идет. Да. Ну, хоть кофе выпил с круассаном шоколадным. До Ялты дотянем. Фу. Да, тут, конечно, комплекс такой шикарный, шикарный. Новенькие апартаменты все. На машинах это, наверное, все работники. Замы, мамы, бригадиры, простые работники. Ну да, кто по электрике, кто по такому всякому делу, кто ложит плиточку, кто что-то еще. Разные, да, специалисты. Кардио такое, да, отсюда пройти до центральной набережной почти 4 километра. Почти 4. Фух, поднялись. Основной подъем поднялись. Да, ребята делают, стараются. Скоро будут тут отдыхающие, любоваться видами. Только, конечно, вот те номера частично вот здесь вид перекрывают. Вот этот корпус, да, конечно, на той стороне весь видовой. Боковой, вот да, боковые будут дешевле, понятно. А те видовые будут дороже стоить. Ну, задний вот, хотя может быть окно на ту сторону, на море, и окно сюда во внутренний двор. С колясками идут люди, кто-то с удочкой идет, рыбачил. А тут церквушка есть еще. Пап. Да, ветра нет, кайф, вообще кайф. Отлично. Храм это святого Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры. Написано. Наверное, люди с гостиницы, с коляской решили пройтись до набережной. О, девчонка на велосипеде таком, нифига себе. Модная. Куда ты по встречке едешь? Капец. Вот дает. По встречке поехала. Фух.
О, с левым рулем поехал. Котофейкин, он сидит, наблюдает. Думает, так, что тут ходит, ездит. Серьезный. Да. А тут, наверное, дождик когда был еще, не подсохла. Теневая сторона. Актер. Проходим санаторий Актер. Все, идем вниз, спускаемся. Плюс 13, конечно, да, сегодня. Сейчас плюс 12. Но тепло. Все равно тепло еще. Эх, сейчас бы на Массандру бы зайти попить кофейка. Не работает набережная. Все. Наверное, до конца мая будут делать. Однозначно. До конца мая. О, спортсмен он бежит. Пробежка, да, с Ялты-Интурист на набережную и назад. Да, там можно бегать и в парке, кстати, в Массандровском. Рядом же. Рядом же парк. Там даже лучше бегать. Там ни машин, никого. Воздух чистый. Воздух чистый.
Что-то мужики походу ничего не споймали. Навряд ли они по рыбу ложили в рюкзаки. В руке, в пакете несли. Без улова идут домой. Сегодня не судьба. О, КамАЗ он едет снизу с пляжа. Поднимается наверх. Слышно. Подъем там такой. Еле-еле едет бедный. Еле тащится. Ну да. Вон он там внизу. Еле едет. Груженный. Ну да. Еле тащится. Груженный. А, у нее там, земля, да. Нормально. Там он что-то экскаватор копает. Там девчонки сока купили, кофе купили, пошли куда-то в гостиницу. Вон он поднялся, бедолага. Сейчас еще ему тут надо развернуться. Капец, блин. Подождем. Давай, 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 давай. Не. С одного раза не. Даже ну да. Ох ты, елки. Давай. О. Попер. Сейчас пыляка пускай пройдет. Земля, да. Земля, камни. Такое. Мини-маркет Ялта. Пылюган он столбом. Фу. Сейчас пускай пройдет. Пылюган. Капец. Они тут сейчас весь асфальт здесь раздолбают. Камазисты. Да. Фу. Вон тут люди тоже живут в мини-гостиницах, гостевых домах. Тут сейчас цены по 2 500. В таких вот небольших домиках. Номера над морем люкс. Не, кстати, здание еще ничего не означает. Есть здание такое старенькое, обычное. А вот внутри там может быть вообще там люкс. Современные номера, современная мебель. Да. Вообще ничего не означает. Люксы над морем. Люксы над морем. У всех прям люксы. Ну, это специально реклама такая. Эти 3 ляма как Специально реклама. Да. Я по этой улице на велосипеде возвращаюсь домой.
когда езжу в Никиту, в Курзуф, еду все время этой дорогой. Ну, здесь меньше движения, меньше машин. Спокойнее здесь ехать. Вот это, конечно, да, номер люкс. Да. Да, старое здесь, это по этой улице все старенькие постройки. Все старенькое. Подражинского. Все старенькое. Ну и цены, да, 2 500. В принципе, 1 минута, ну если на Массандру, 1-2 минуты, и ты возле моря уже. А так то да, если по новее какой-то отель, вот там вот дальше, то там уже цены 6-7. Сейчас 5-6-7. В сезон там по 8 тысяч, по 10. Он куда-то там еще есть спуск. Но кто его знает, куда-то идет. Не пойдем. Так, машина. Сейчас пройдем вот сюда. Свободные номера в подвале. Тоже гостиница. Яндекс качество стоит знак. Рекомендуем. Он номер с балкончиком. О, на подъем пошел. Да, ездил я здесь этими всеми улицами. Прикольно здесь, да. На велосипеде по этим всем улицам ездить. Дворик тоже небольшой. Справа у всех дворики. Жилье. И у всех такие территории особо нету. Чуть-чуть, может быть, какой-то маленький дворик. Он на велосипеде. Давай, газуй. По встречке ехала в желтых штанах на велосипеде. Крыло заднее, наверное, местное с какого-то магазина. А вот тут вот это спуск на Массандру. Кстати, можно спуститься и там выйти. Крымско-татарская кухня. Пляжные апартаменты. Вот здесь я, кстати, ни разу не поднимался и не спускался. Но я знаю, где это. Это мы сейчас прям перед входом на Массандру. Окно открыто. Что-то готовят. Все закрыто. И пляж закрыт.
Люди куда идут, думают, что там открыто, а тут закрыто. Так что идем назад. Вон тут тоже апартаменты. Такие. Да, Массандровская все-таки набережная. Опа, люди такие. Опа, закрыто. Многие, кто приезжают, не знают, думают, что открыто. И идут сюда, а потом такие, опа, закрыто. Все, до свидания. Разворачиваются, идут назад. Да, это будет тут у них ремонт до конца, наверное, мая. По-любому. Они там не спеша, так потихоньку работают, никуда не спешат. Въезд в заповедник. Этот работает. Гуси. Гуси, лебеди работают. Котофейкин. Тут закрыто все. Магазинчики эти. Гуси работают, да. А гуси, по-моему, тоже в какие-то дни работают, а в какие-то выходные. Так, ну что, идем в Папайя. Папипипия обедать. Папайя, папия. Фу. Папия. Папия, папайя. Тихо, так спокойно вообще. Погода просто шикарная. Да, жалко, что в Чайке мы сегодня не пообедали. Ну ладно, в следующий раз пообедаем. Давай, едь уже. Давай, газуй. О, пошли. Перейдем. Тыры-тыры-тыры-тыры. Все. Включение чуть попозже.